будем кормить. Так и не скажешь, что Алексей Петрович в семье Любови Григорьевой приемный. Отец, дед, тесть. Месяц назад Григорьева официально взяли фактически чужого им человека под опеку. Он оказался в очень трудной ситуации жизненной. Он остался один, он жил с женой, остался один, жена умерла. Он получил очень серьезную травму, лежал в реанимации, мне позвонили из больницы, так как у него никого нет, кроме меня. И попросили приехать. И я приехала, все бросила и поехала. Там, конечно, я ухаживала за ним, выходила его. И с мужем приняли решение забрать к себе, потому что он не мог за собой не ухаживать, ничего. Алексей Петрович Любови очень дальний родственник. Взять его в семью она смогла по региональному закону о приемных пенсионерах. Опекуны должны обеспечить старикам жилье и питание, а за то, что семьи выполняют функцию казенного дома престарелых, им доплачивают. Вознаграждение людям, которые приняли пожилого человека в семью, составляет более 7 тысяч рублей. И личные средства вот этого гражданина, они тоже могут расходоваться на его содержание, но не более 75% от того, что он получает ежемесячно. Соцработники обещают регулярно следить, чтобы за стариками был уход, а их пенсия не шла в карман к опекунам. Приемные семьи для стариков – альтернатива государственным интернатам. Их в России мало, и обычно они переполнены. Да и у медсестер там на всех рук не хватает. А так выглядит частный дом престарелых. Никаких процедур и прогулок. Сюда доживать свой век берут стариков, которым не хватило места в государственном интернате и за кем не могут ухаживать родственники. Бизнес свой официально владельцы таких приютов не оформляют. В России слишком дорого. Чаще всего частные интернаты открывают в арендованных отелях. Этот человек здесь живет уже давно, я думаю. Ее просто не забирают родственники, потому что она в очень сложном состоянии. Мы вызывали скорую. Скорая сказала, состояние сложное, но стабильное. Ирина Хонина свой дом вслепую сдала в аренду. Когда прокуратура вскрыла нарушения, хозяйка частного интерната сбежала, а одинокие старики остались Ирине с мужем в нагрузку. Государство говорит, казенных коек на них нет. Семье приходится уговаривать дальних родственников забрать стариков. Вчера я тебе свежий заварила, давай кушай. В Челябинске приемную семью нашли уже 18 стариков. Соцработники уверены, это только начало. Сейчас они активно рекламируют проект приемной семьи во всем регионе. Екатерина Пономарева, «Настоящего времени».